Дорогие друзья, буквально на днях на YouTube появился видеофильм. К сожалению, молодой парень, который сделал выступление, направленное против меня лично и Максима Шевченко, и против нашей партии «Свободы и справедливости», не представился, кто он такой, и поэтому я буду его называть молодым человеком, но, можно сказать, пацан, который решил сделать наскок на одного профессора и одного видного политического деятеля российского пространства, на Максима Шевченко. Заодно и нашу партию немножко разгромить. Ясно, что это, скорее всего, представитель КПРФ, но, правда, весьма своеобразный, потому что за его спиной я еще заметил икону. Сейчас Компартия Российской Федерации приобрела весьма странный облик, забыв все заветы своих основателей. Они крестятся на икону и заодно проповедуют социализм и марксизм. И вот этот молодой человек решил нас поучить, объявил нас националистами, разжигающими межнациональную рознь, ну и заодно ковырнуть вопрос о татарах. На нашем примере показать, что мы несостоятельны. К величайшему его сожалению, мы вообще-то являемся достаточно известными специалистами. Я уж особенно по татарам собаку съел. У меня 32 книги и более 600 статей есть. Этому молодому человеку, я думаю, что такое не снилось. Поэтому, когда он решил с нами побороться, видимо, не рассчитывал на свою силу. Но, скорее всего, выполняет социальный заказ, полученный от имени Компартии. Сейчас руководство Компартии, как я уже сказал, погрязло во всяких некоммунистических вещах. Это они затолкали новую Конституцию Российской Федерации про особую роль русских как единственного учредителя данного государства. Тому подобные вещи ими сейчас практикуются. Я думаю, что если дела так пойдут, после выборов Компартию сольют с ЛДПР. Это будет весьма достойное завершение, потому что эта партия сейчас мне напоминает национал-социалистическую партию. Хотя вот этот молодой человек обвиняет нас в национализме и в разжигании всяких нехороших вещей в России, на самом деле именно они и есть разжигатели межнациональной розни в Российской Федерации и работают на распад нашей страны. Если по существу дела, то могу сказать, что его попытка разбора проблемы средневековой истории татар никуда не годится. Можно сказать, ниже плинтуса, потому что он не понимает ни основных теорий происхождения и формирования татарского народа, не читал главные труды, которые на эту тему написаны, в частности, в 7-томной истории татар, где мы с моим коллегой Скандаром Измайловым написали основной очерк происхождения и развития татарского этноса. Там четко сказано, что на самом деле теория происхождения татар не 2, как этот молодой человек объясняет, а 3. Мы не татаристы и не булгаристы, а тюрко-татаристы. И абсолютно четким языком и достаточно доступно нами были написаны очерки, где мы вполне признаем и булгарский этап формирования татар, но добавляем, что у булгарского этапа еще был предшествующий период, который начинается с гунского времени, то есть весь древнетюркский период. А потом заявляем и обосновываем эту теорию, что основной этап формирования татар пришелся на Золотую Орду. И вот изначально ясно, что этот человек, который нас критикует, он критикует на самом деле не нас, а какие-то воображаемые мифы, которые сложились в его голове. Не читает наши труды, поэтому в этом плане все его рассуждения бесполезны. Вот что касается его пассажа о том, что мы признаем
тот этнос, который сформировал Золотую Орду татарами, так это не мы признаем, а весь мир тогдашний, начиная с XIII века, признавал этот народ за татар. И мы вовсе не проповедуем взгляд о том, что татары с монголами пришли и потом навязали свое наименование. Мы показываем социальные механизмы, при помощи которых вот это сообщество, которое было действительно государствообразующим в Золотой Орде, оно сформировалось. Это были на самом деле служилые группы, которые держали власть, причем были специфические механизмы, построенные на клановых основаниях. Поэтому эти кланы, они были разных статусов, были ведущие кланы, были статусом пониже. И если такие кланы сейчас обнаруживаются у других современных этносов, например, у казахов, это говорит о том, что эти кланы вошли в состав казахов тоже. Ну, не только казахов. У нагайцев эти кланы существуют, у башкир, у татар тоже были. Об этом хорошо написано в разных опубликованных трудах. Нет необходимости специально на этом останавливаться. Но если весь мир признает эту этнополитическую общность татарами, мы почему не должны их называть татарами? Что мы как-то другой термин должны применять. Вот сейчас стыдливо в русских учебниках российских начали применять заново термин «орды», «ордынцы», этнически неокрашенный, намекающий на то, что это была какая-то орда, где непонятно какой этнос существовал. Но раньше, конечно, называли монгол-татары, такой термин до сих пор используется в научной литературе. Но мы хорошо знаем, что фактически монголы к XIV веку уже перестали существовать, растворились. Единственное место, где по-монгольски еще немножко говорили, наверное, в сарае во дворце ханов было. А уже те небольшие по численности группы монголов давно растворились к этому времени в тюркской массе. Так вот, эта масса, как я говорю, и называлась татарами. И именно после распада Золотой Орды возникли много татарских объединений этнополитических, ряд ханств и орд, где население и именовалось, в том числе хорошо их знавшими русскими, татарами. Но тут есть одна тонкость, которую почему-то этот недоучившийся студент, объявляющий себя кандидатом наук, не учитывает. Мы всегда пишем не про современных татар, когда называем этот этнос или этническую общность татарами, а специально подчеркиваем, речь идет о средневековых татарах. Эти средневековые татары – это совсем не одно и то же по сравнению с современными татарами, и совсем не одно и то же даже по сравнению с татарами, которые формировались в XVII-XVIII веках, или даже в ситуациях татарских ханств, те группы, которые там образовывали татарскую общность, это уже были не совсем те средневековые татары, которые существовали в Золотой Орде, потому что шел процесс распада этой общности. Во время распада там отдельно группы откочевали в разные места. Где-то каких-то групп было побольше, где-то поменьше. И в этом плане, конечно, не учитывать вот сам процесс становления татарского народа будет неправильно совершенно. То есть мы вообще не говорим, что речь идет о современных татарах, когда говорим о татарах Золотой Орды. Поэтому, когда мы употребляем термин по отношению к населению Ногайской Орды татары или ногайские татары, это не наш термин, этот термин есть в русских источниках, в том числе, которые говорят о татарах ногайских или татарах Нагаевых. Здесь тоже речь идет о средневековых реалиях. Вот это надо четко помнить. И при этом получается, что мы в дальнейшем должны описывать вот процесс, этнический процесс, который уже происходил на основе сложившегося в более ранний период в XIII-XIV веках общности этнополитической, каким образом эта общность распалась, механизм этого процесса и к чему это привело. Конечно, наш критик, который себя объявляет марксистом, он марксист весьма недалекий. В частности, для того, чтобы доказать, что
татары, так называемые казанские или поволжские, происходят от булгар, он начинает вклинивать в разговор, доказать свое, такой фактор, как экономическая база. Или же, как он говорит, хозяйственно-культурный тип. Он считает, что раз волжские булгары были оседлым населением, то в Казанском ханстве, где кочевников практически не было, основным населением Казанского ханства и были вот потомки этих булгар. Кстати, мы никогда не отрицали, как я уже сказал, наличие булгарского субстрата у поволжских татар. Но мы подчеркивали, что кроме этого субстрата были другие татарские группы, которые имеют златоордынское происхождение. Это доказывается при помощи многочисленных источников, об этом написано уже горой литературой, поэтому нормально считающий человек уже давно понял, что имеется в виду. Ну, к сожалению, наш оппонент малограмотен и такие вещи тонкости он не знает. Вот, например, я могу специально подчеркнуть, что мы даже сейчас примерно знаем, сколько было, собственно, татар в Казанском ханстве. Вот Вадим Трепавлов нашел один интересный источник начала XVI века литовской метрики, где прямо сказано, что татар было 20 тысяч. Это начало XVI века. Скорее всего, речь идет о взрослых мужчинах, то есть воинах. Если взять со всем семейством, это получается где-то от 80 до 100 тысяч человек. Это вот как раз те татары, которые находились и в Волжско-Булгарском вилаяте Золотой Орды, потом в Казанском ханстве, начиная со времен Улу Мухаммеда. Вот еще одним доказательством того, что это одни и те же татары, является вот очень характерный пример с татарами касимовскими. Наш оппонент тоже их упоминает. Так вот, эти касимовские татары как раз есть часть орды Улу Мухаммеда, ушедшая в историческую Мещеру совместно с сыном Улу Мухаммеда Касимом, и там образовавшим Касимовское ханство. Они по культурным параметрам, по языку очень близки к казанским татарам. Их язык считается говором в составе среднего диалекта, то есть казанско-татарского диалекта. Вот отсюда очень хорошо можно понять, что даже если потомки булгар вошли в состав казанских татар, то на самом деле татарский слой златоордынский сыграл решающую роль в формировании, собственно, казанских татар. Но, кроме того, ведь еще есть и другие татары. Вот мещерские татары, которые сейчас называются в научной литературе мишарями. Есть татары астраханские, сибирские. У них-то булгарского субстрата не было, но, тем не менее, они по языку, по культурным параметрам очень близки к казанским татарам, включая и некоторые группы татар, которые как бы достаточно далеко удалились, например, буджакско-добруджинские татары, которые с нагайцами смешаны. У них тоже есть ряд параллелей с татарами Поволжья. Вот в этом плане, конечно, все построения нашего оппонента, они равняются нулю и показывают его абсолютную неосведомленность. Но даже вот его попытка привязаться к марксистским категориям говорят о том, что он марксизм-то толком не изучил. Хотя Маркс в свое время подчеркивал важность социально-экономического фактора как базисного, на самом деле уже после его смерти его ближайший соратник Фридрих Энгельс особо подчеркнул, что необходимо принимать во внимание при обсуждении общественных процессов и другие факторы, в том числе культурные, а не только экономические. Из-за этого вот соотношение между базисом и надстройкой выглядит гораздо более сложно, чем представляется вот нашему молодому новоявленному марксисту. Из-за этого у него и все построения неверные. На самом деле, когда он говорит, что все другие татары, кроме казанских, имели только кочевое население, это полная глупость. Очень хорошее земледельческое население было в Крыму. Причем в Крыму достаточно почитать вот ситуацию, какая была в Крыму
Эвлия Челебея, турецкого путешественника XVII века, который описывает очень хорошо городскую жизнь Крымского полуострова. Конечно, в Крыму кочевники были, но это были остатки Ногайскарды, которые ушли в Крым, в Крымское ханство, и некоторые группы большеордынцев, которые были приведены в Крым. Они поэтому определенное время кочевали, но сами крымские татары, очень хорошо известно по источникам, уже в первой половине XVI века крымским ханом Сафагиреем были насильственно посажены на землю. Просто он велел переломить все арбы и разделил землю, чтобы они осели на этой территории. Поэтому в Крымском ханстве тоже было и городское население, весьма существенное, кстати, и оседлое население, там и земледелие было, овощеводство. Такую же картину мы видим и в Астраханском ханстве, далеко не все были кочевниками. В Сибири тоже сейчас очень хорошо известно, что сибирские татары, ведшие комплексный образ жизни, комплексное хозяйство, они, кроме кочевания, занимались рыболовством, собирательством, и пахотные угодья у них тоже были. Поэтому всех считать кочевниками – это абсолютно неправда. И кочевниками вот были больше, конечно, нагайцы. И, может быть, вот один из таких потомков, как казахи, золотоордынских потомков, у них кочевое хозяйство преобладало, хотя у казахов, мы знаем, и городское население. Ну, шибаниды, которые ушли потом в среднее, в начале XVI века, тоже были вначале больше кочевниками, но они там, переселившись в Бухарское ханство, они быстро там осели, и из-за этого нельзя считать, что там состояли они из сплошных кочевников. Но их потомки, так называемые кочевые узбеки, да, продолжали вести в том числе и кочевое хозяйство, но их было не так много. И вот поэтому считать, что на основе того, что специфика Казанского ханства заключалась в преобладании пашенного земледелия, отсюда выводить этногенетические выводы о том, что это только потомки булгар. Я думаю, что это неправильно абсолютно. И поэтому, когда есть множество документов, свидетельствующих о проникновении на территории Казанского ханства, ранее я уже сказал, уже булгарского вилаята, собственно, татар, когда учитываешь все эти факторы, то получается, что так называемые казанские татары тоже имеют сложное происхождение, в том числе включающее золотоордынский слой. И, в общем, это ни для кого не секрет, поэтому только люди, которые имеют специфический взгляд и специфические цели на проблему происхождения татар, они выдвигают такого рода выводы. И тут надо прямо сказать, что вот этот неизвестный нам по фамилии автор, наш критик, он на самом деле, как молодой пацан, открыто высказывает тайные замыслы тех политиков, которые хотят сделать из татар поволжских только потомков булгар. Он говорит, что, во-первых, тем самым убирается противостояние между русскими татарами, что, в общем-то, на самом деле миф. И, во-вторых, он считает, что это с точки зрения исторической науки более правильный взгляд. На чем его более правильный взгляд базируется, я не могу сказать, на научных данных точно не базируется. И об этом мы давным-давно уже написали и доказали, что булгарская теория происхождения татар на самом деле была сформулирована в окончательном виде в 40-е годы в Советском Союзе по решению Политбюро ЦК ВКПБ, который как раз таким образом хотел отсечь из нашей истории золотоордынский период, и там такого рода обоснования тоже существует. Вот это на самом деле такой имперский проект, и вот наш молодой критик, он как раз является последователем такого имперского проекта, но, правда, коммунистического пошиба, что очень интересно. Ну, я наблюдаю, что среди коммунистов наших как раз имперские настроения сейчас тоже усиливаются. И, как я уже сказал, они начинают уклоняться в сторону национал-шовинизма. Ну, фактически это такие тенденции в сторону фашизации этой партии. И, наконец, вот очень важный сюжет, который необходимо специально разобрать, это попытка
моего оппонента критиковать меня в связи с тем, что я говорю о ряде этнических компонентов татарской нации. Вот, внимание, как раз когда я говорю об этнических компонентах татар, я веду речь о татарской нации. И по моим работам, которые опубликованы, хорошо известны, я на самом деле такими компонентами татарской нации считаю сибирских татар, астраханских татар, я их называю субэтносами, и татар-мишарей. Но есть еще крещеные татары, которых я называю субконфессиональной общностью. Но вот эти общности – это не есть элементы, которые были характерны для средневекового татарского этноса. Это есть явление более позднее. И я в связи с формированием татарской нации об этом рассказываю. И когда я привожу примеры из английской истории и испанской, называя в одних случаях, скажем, в Испании валлийцев и шотландцев, по отношению к Испании там басков, иногда я про каталонцев тоже речь веду, то я на самом деле разбираю не средневековую ситуацию, а как раз процесс формирования национальной общности. Потому что, согласно западной теории, nation, нация, это есть этнос, государство организованный этнос. И вот я ни в коем случае не буду путать, я же этнолог по образованию, по специальности, шотландцев, англосаксов или англичан, собственно, и валлийцев. Я прекрасно знаю, что это формирование разного происхождения, и знаю и про происхождение басков. Поэтому я им не приписываю принадлежность к одному этносу. Я речь веду о формировании общности национального периода, наций современных. Вот они оказались в одних случаях в рамках великобританской нации, ну, популярно пишут английская нация, она состоит из разных компонентов. Речь веду, когда об испанской нации, тоже вот, на самом деле имеется в виду такие же общности, которые вошли в состав испанской нации. Но в некоторых случаях не полностью. Вот сейчас то, что происходит с каталонцами, показывает, что и шотландцы тоже имеют стремление выделиться из состава этих наций современных. Показывает, что процесс не был завершен, и такое выделение возможно. Но когда меня критикуют за то, что я, мол, неграмотен в этих вопросах, я думаю, что молодой человек просто не задумался о том, о чем речь у меня идет вообще. То есть он на самом деле борется с построениями в собственной голове и выдает это за мои взгляды. Это не так. Можете почитать в моих трудах, что речь идет совершенно о других вопросах. Ну, могу сказать, что его построение и для более позднего периода на самом деле совершенно нелепый. Например, когда речь идет о завоевании татарских ханств, в частности, он больше внимания уделяет завоеванию Казанского ханства, и речь ведет потом о завоевании Астраханского ханства. Меня вот очень рассмешила его фраза о том, что Казанское ханство тяготело к присоединению в состав Московского Великого княжества. Но могу сказать, что на основе источников никакого тяготения абсолютно не обнаруживается. Казанские татары вели жестокую войну, отстаивая свою свободу. Я специально подсчитывал, не менее трети татар погибло в ходе завоевания Казанского ханства. Есть источники, которые позволяют этот вопрос анализировать. И затем 20 тысяч татар были уведены в плен. Это псковские летописи пишут. То есть был нанесен очень сильный удар по татарам Казанского ханства при завоевании. И вот когда он рассказывает о том, что Шагали, то есть татары, тоже участвовали в завоевании Казани, он так хочет сказать, что вот одна группа татар воевала с другой группой, что, мол, не одни русские воевали тут. Да, действительно так. Но на самом деле Шагали-то он воевал на стороне русских в надежде, что ему престол казанский дадут. И при завоевании Казани у русских еще не было окончательного решения, что делать дальше. Они могли оставить на престоле Шагали тоже. Но зато есть одна историческая песня,
которую известный тюрколог Катанов перевел на русский язык, оригинал утерян, к сожалению, в которой сообщается о том, что Шагали перед смертью сидит и плачет, и говорит: «Русские меня обманули, моим детям я не могу передать наследство владения». Тут надо иметь в виду, что Шагали был на самом деле одним из потомков большеордынских ханов, и он явно имел желание иметь собственный юрт, где он мог поправить. И поэтому он в совместный поход с русским пошел не за большой любви к русскому большому брату, а потому что надеялся, что таким путем ему удастся реализовать собственный проект. Ну, ошибся хан, и потом уже вот каялся даже перед смертью. Поэтому говорит о том, что татары с большим удовольствием присоединились к Московскому Великому княжеству, это будет как раз миф, который некоторые вот такие люди, как этот молодой человек и господин Мединский, бывший министр культуры, специально создается, чтобы транслировать на современную ситуацию. Ну, с Астраханью тоже не так просто. Вот Астраханское ханство хотя было завоевано без большого кровопролития, но, может быть, мы просто не имеем источников, чтобы показать реальную ситуацию. Хотя там кровопролитие было, потому что было не одно сражение до завоевания Астраханского ханства. Я могу просто привести один пример, который показывает, что вопрос не так прост, как наш юный друг пытается трактовать. В Астраханском ханстве было примерно 100 тысяч человек перед завоеванием. Потом, бац, русские завоевали, и мы смотрим, а сколько татар осталось вблизи Астрахани. Есть конкретно данные, 7 тысяч человек осталось татар. Куда подевалась большая часть татар? Ну, могли погибнуть, могли удалиться в другие места. Я, например, считаю, что часть татар просто ушла. Многие так называемые казахи, как раз западные, из Малого Жуза, являются вот частями астраханских татар, это можно доказать. Но смерть, я думаю, что тоже преследовала астраханских татар. Поэтому этот историк, он как раз не знает реалии исторические и рассуждает с точки зрения удобства трактовки, исходя из его вот таких великодержавных взглядов, что, мол, ребята, все шито-крыто было, нормально, вот мы никого не убивали, мы не завоевывали, почти добровольно присоединились и тому подобное. С Сибирским ханством тоже есть конкретные данные, они проанализированы. В Сибирском ханстве в процессе завоевания были убиты не менее 6 тысяч татар. Это очень большая цифра, потому что в основном воевали татары служилые, которые были воинским сословием. А реальная численность вот этих служилых татар в Сибирском ханстве, думаю, что было не более 10-12 тысяч человек. То есть половина татар просто была убита в процессе завоевания Сибирского ханства. И в этом плане считать, что вот как этот незрелый историк трактует, что многие казанские татары, там мурзы потом перешли на службу к московскому великому князю, и вот как Семён Булатович некоторые крестились, и там интегрировались в состав войск Московского великого княжества, это тоже миф, потому что, как я показал в своих работах, большая часть феодального класса Казанского ханства была убита в войне, которую русские войска вели против войск Казанского хана. Из-за этого просто служилым татарским мурзам невозможно было перейти в массовом порядке к русским новым своим хозяевам. Они уже давно лежали в могилах к этому времени. Небольшая численность осталась татар, служилых из Казанского ханства, а в войсках Московского великого княжества больше служили вот те татары, которые имели отношение к мещерскому юрту и вообще к исторической мещере. Они, да, они были представлены в большом числе в русских войсках, где-то составляя примерно десятую часть войск московских великих князей, и активно участвуя в боевых действиях на стороне русских во время многочисленных войн, в том числе вот Ливонской войны и попозже
Поэтому я думаю, что вот, освещая такие вопросы, надо знать детали и четко рассказывать историю так, как она была, а не так тебе хочется. И могу сказать, что тот вопрос, который пытается вот этот недоучившийся историк рассказывать нам, касается и понятия государствообразующий этнос. И вот как раз татар средневековых назвал применительно к Золотой Орде государствообразующим этносом. Что это означает? Это означает, что в Золотой Орде вся политическая власть принадлежала татарам, средневековым, еще раз повторяю. Они имели разветвленную систему организации власти. Она была построена на клановых началах. Причем мы знаем даже состав этих кланов. Вот во времена хана Узбека было 17 самых главных кланов, из которых состояла ханская гвардия, армия, 170-тысячная. И об этом очень хороший рассказ есть у арабского путешественника Ибн Батуты, который застал эти войска в районе современного Пятигорска, Биштага, и он видел, как происходил смотр этих войск. Поэтому говорить о том, что вот их татар вообще не было, что они реально не существовали там, и вообще они состояли только из клановых образований. Кланы были, но эти кланы были организованы как раз в государственную систему, и эта система имела прочное политическое основание. Эти основания смогли поколебать только черная чума и поход Тимура против Золотой Орды. А до того это было очень мощное государство, где татары держали политическую власть. Конечно, русским имперцам издавна не нравится, что определенный период русские были подчинены у татар. Ну что же поделаешь, в истории случается всякое, поэтому в этом ничего зазорного нет. Вот татары же сейчас 500 лет уже находятся в русском подчинении, ничего, мы еще выживаем, слава Аллаху. Вот русские тоже себя, кстати, в Золотой Орде чувствовали неплохо, потому что, несмотря на то, что якобы было угнетение русских, самый рассвет, скажем, православной церкви как раз приходится на период Золотой Орды. В этом плане мы можем сказать, что это был в определенном смысле рассветом и русского общества тоже. Налоги были небольшие, были созданы определенные условия для развития экономики русских территорий, и поэтому там выискивать какие-то недостатки у этого периода можно, но на самом деле это довольно глупо, потому что когда наш оппонент, наш критик говорит о том, что все татары были кочевниками, и что там кочевники, они отсталые были, он почему-то упускает из виду, что в Золотой Орде было огромное число городов. И вот мы из исторических источников знаем, например, Ибн Батута проехал город Сарай с одного конца на другой конец. Там он указал, какие группы там живут. Кстати, он верхом на лошади город объезжал с одного конца на другой полдня. Огромный город был. И вот около 100 городов известно сегодня. Так там татары тоже жили. Поэтому нельзя сказать, что осетное население существовало только на территории бывшей Волжской Булгарии. В других районах тоже осетное население было. Вот этот молодой человек, когда выпячивая особую роль волжских булгар в исламизации Золотой Орды, он совершенно упускает из виду, что составной частью Золотой Орды было бывшее владение Хорезма. В Хорезме практически все были мусульманами уже с XI века, и поэтому мы по источникам хорошо знаем, что хорезмийцы, может быть, сыграли даже более важную роль в исламизации Золотой Орды, чем в Волжской Булгарии, потому что те суфийские шейхи и сииды исламские, которые пришли к хану Узбеку и исламизировали Золотую Орду полностью, они были выходцами из Хорезма. И именно они поставили условия хану Узбеку, что если он хочет стать ханом, то ты должен принять ислам. И глава Хорезмийского вилаята, известный Кутлук Тимур, он как раз
переговорил с матерью хана Узбека перед исламизацией, и вот это условие прямо поставил. Поэтому говорить о том, что вот только на одной территории были мусульмане, на других не было, это просто полное незнание источников. Потом мы хорошо знаем, что часть кипчаков, которые жили вокруг Хорезма, она бежала на территорию Приуралья, и они уже туда прибыли мусульманизированными. И поэтому мы на территории Приуралья, тоже в золотоордынское время, уже имеем мусульманские артефакты, в том числе и могильники. В XIV веке уже они там существовали. Поэтому нельзя говорить о том, что была какая-то особо выдающаяся роль волжских булгар, и на этой основе выводить татар казанских как главных культур-трегеров в общетатарском мире. Конечно, казанские татары сыграли важную роль в татарском мире, но прежде всего потому, что их было больше, чем остальных. Потому что когда часть кочевников ушла в Среднюю Азию, например, шибаниды ушли, это где-то 240 тысяч воинов в начале XVI века ушла в Среднюю Азию. Ну, если так подсчитывать всю массу, то около 1 миллиона человек. Они с собой принесли этноним «узбек», и потом дали основание узбекам. Вот когда они ушли из степей Западной Сибири и Приуралья, фактически наиболее крупная общность татарская осталась в 2 местах – в Крымском ханстве и другая группа в Казахском ханстве. Сибирское ханство, Астраханское ханство были относительно, имели меньшую численность населения. Тем более, как я уже сказал, из Астраханского ханства часть тюрко-татарского населения удалилась и оказалась в среде казахов. Может быть, даже ушли южнее в состав узбеков, но этот вопрос требует дальнейшего исследования. И вот более поздний период, уже фактически в составе русских владений, Московской Руси, потом Российской империи, конечно, казанские татары из-за своей многочисленности и из-за относительной продвинутости по отношению к некоторым группам действительно играли роль культур-трегеров. Но думать, что остальные были неграмотные, остальные группы татар, это будет совершенно неправильно. Крымские татары ничем не уступали казанским татарам по уровню развития, в том числе и по хозяйству. Сибирские татары, астраханские татары тоже вполне имели мусульманскую цивилизацию. Мы знаем по археологическим раскопкам, по письменным источникам, что они были культурно достаточно развиты. И поэтому считать одну группу выше, чем остальные группы, совершенно невозможно. И когда мы речь ведем о формировании вот большой татарской нации, это уже 18, 19, начало 20 века, речь идет, не как полагает вот этот историк, про которого мы речь ведем, что казанских татар ассимилировали эти группы татар. Нет. Я все время писал о консолидации разных групп татар. Эта консолидация имела сложный характер. Ядром консолидирующим, конечно, выступили казанские татары, я уже сказал, из-за своей многочисленности прежде всего. Но туда вошли в состав вот этой формирующей нации и татары Мишари, и астраханские татары, и сибирские татары, и группы приуральских татар, которых именовали типтерями, а некоторые находились достаточно большие группы в составе башкирского сословия. То есть вот вся эта масса, она консолидировалась в татарскую нацию. И, естественно, вот такое грубое описание реальных процессов, которые мы видим у данного автора, показывает просто незнание самого процесса, исторических трудов, которые посвящены этому процессу. Поэтому мне остается только пожалеть этого молодого человека. Видимо, у него образование происходило постсоветский период, и он получил, скорее всего, провинциальное образование плохого качества. Но где он получил образование, я не знаю, но вижу, что у него очень много лакун в образовании. Я вот как московский аспирант могу сказать, что в советский период, в мои молодые годы, нас учили очень хорошо, и мы имеем достаточно качественное образование, которое ничем не уступает, скажем, западным ученым. А вот современная молодежь, как видно по этому, скорее всего, коммунисту или стороннику КПРФ, современная молодежь, оказывается, не получает необходимого знания. Очень жаль.
Конечно, молодому человеку, прежде чем выступать с такими лозунгами, которые он выносит на своем видеофильме, надо было серьезно подготовиться. Вообще, надо посмотреть наши труды. Но, конечно, у него задача была другая. Вот он же постоянно пытается размазать меня и Максима Шевченко как сторонников нашей партии, Российской партии «Свобода и справедливость». Я думаю, что он выполняет коммунистический заказ наших старших братьев. Я, например, лично ничего против коммунистов не имею. Сам состоял в Коммунистической партии Советского Союза. Но я считаю, что верхушка КПРФ загнила полностью. Они отошли от интернационализма, уже объявляют себя православными. И поэтому, вот когда молодой человек защищает те взгляды, которые сейчас господствуют в верхушке КПРФ, это, конечно, показывает вот всю гнилость данной ситуации. И потом ведь еще нам пытаются инкриминировать, вот особенно этому молодому человеку, что мы нарушаем межнациональное согласие. Каким образом? Оказывается, если мы рассказываем реальную историю, как происходила она на самом деле, как русские завоевывали татарские владения, это, оказывается, нельзя делать. Мы тем самым, оказывается, поджуживаем татар к нехорошим действиям, к сепаратизму, чуть не к восстанию. Но мы на самом деле просто рассказываем реальную историю, как она была. Ничего приукрашивать не нужно. Я сторонник объективного изложения истории. И потом могу сказать, что к русским у меня очень хорошие отношения. С детства так было. С Максимом Шевченко мы давно в очень хороших отношениях, дружим. И у нас никаких проблем нет. Вот Максим, он интернационалист, поэтому он вот такие глупые идеи, которые мы видим у данного молодого человека, никогда выдвигать не будет. И его окружение точно такое же. Мы в эту партию вошли и сейчас занимаемся избирательной кампанией именно потому, что программа этой партии соответствует нашим взглядам. Я думаю, что история русских, которые вот таким ошибочным путем трактуется, как у этого молодого сторонника коммунистических взглядов, она рано или поздно отомрет, потому что сейчас в современной России уже много ученых, серьезных, которые реально ставят проблему исторических процессов в Золотой Орде. И нет такого противопоставления русских и татар внутри этого государства. А противопоставления на самом деле не было. И вот всякие эти мифы насчет Куликовской битвы, там, стояния на Угре, как сейчас проповедуют, в том числе вот этот молодой коммунист, это на самом деле просто русские мифы, которые были созданы сначала церковниками, потом приняты на вооружение имперскими историками. От этих мифов надо избавляться. И при грамотном подходе к историческим источникам, при их знании, на самом деле такие взгляды просто невозможны. Например, обелять Ивана Грозного, против которого выступает даже православная церковь, современная в том числе, это характерно только для сторонников имперского сознания. И мы знаем, каким образом Ивана Грозного пытался поднять на щит Сталин или его идеологи, и с чем это связано. Вот очередная попытка поднять на щит таких людей Ивана Грозного, про которого этот молодой историк говорит, в других случаях Ермака. Все это связано вот как раз с попыткой формирования в современной Российской Федерации нового имперского мифа. Наша партия категорически против таких подходов. Мы за то, чтобы была написана подлинная история народов Российской Федерации. И такая подлинная история, она будет работать как раз на дружбу народов. А дружба народов есть основание всего нашего государства. Вот именно такие люди, как этот историк, который проповедует имперский шовинизм и превосходство одного русского этноса, на самом деле люди, работающие на разрыв, на разрушение российского государства. А мы это государство хотим сохранить, передать его потомкам, поэтому мы категорически будем выступать против таких идеологов. Но ясно, что есть конкретно политическая цель нас
попытаться немножко прижать в процессе избирательной кампании, но мы обращаемся к избирателям. Дорогие друзья, внимательно смотрите, с кем вы имеете дело. И поэтому вот шовинистическим взглядом мы ни в коем случае не должны пропускать. И за таких людей, и за такие партии, которые проповедуют шовинистические взгляды, голосовать не нужно. Это опасно для будущности нашего государства.